Более 30 врачей и медицинских работников Коми получили сегодня ордена Пирогова и медали Луки Крымского за вклад в борьбу с коронавирусом. Это первые специалисты региона, которым вручают эти награды. Напомним, учредил их президент России Владимир Путин в июне прошлого года. Ну а сегодня ордена и медали нашли своих героев. Глава республики Владимир Уйба лично вручил их медикам. Чествовали и представители других отраслей. Елена Кононова о героях нашего времени. Алексей Пархачев, врач-анестезиолог-реаниматолог Центра медицины катастроф, в руках держит новую российскую награду – орден Пирогова. Заслужил. Медик в составе ковидной бригады оказывал помощь самым тяжелым больным Сыктывкара и ближайших районов. Вспоминает, вначале приходилось работать в жутких условиях, в резиновом защитном костюме, противогазе. При этом действовать нужно было быстро, ведь счет шел на минуты. Дело в том, что больные с выраженной дыхательной недостаточностью, с которой мы впервые столкнулись при коронавирусной инфекции, действительно были цифры сатурации крови очень низкие, 40% и так далее. Никогда в жизни я такого не встречал. Эти больные, многие нуждались в переводе на искусственную вентиляцию легких. Новую награду России, но уже медаль Луки Крымского вручают Елене Башковой. Фельдшер скорой помощи Центра медицины катастроф пациентов в Сыктывкар доставляла не только на машине, но и санавиацией со всей республики. Сколько всего было боевых вылетов, по-другому и не скажешь. Уже и не помнит, только за июнь из северных районов в Коми вывезли 99 больных. Так как это ковидное время, то все с ковидом, с пневмониями, кто на кислороде, кто более в относительно нормальном состоянии, без кислорода. По много человек возили, 15 за раз вывозили вертолетом. Медаль Луки Крымского достается и Валентине Вахниной. Для старшей медсестры Республиканской инфекционной больницы пандемия стала настоящим испытанием. С самого начала распространения коронавируса медик работала в той самой красной зоне, куда со всего региона поступали больные коронавирусом. 2 месяца Валентине Вахниной на родных приходилось смотреть только через окно, общаться по телефону, не обнять, не поцеловать. Строгая изоляция. Было страшно. Не знали, что делать, чего ожидать. Переживали за коллег, переживали. Постепенно потом все наладилось. Всего в зале более 70 человек. Не только медики, ученые, учителя, артисты, но именно представители здравоохранения больше всего. Это те люди, которые с самого начала пандемии находились на передовой в борьбе с коронавирусом, спасали жизни пациентов и продолжают по сей день. Конечно же, я хочу поблагодарить, и еще скажу об этом, медицинских работников и здесь присутствующих, и тех, кто не присутствует сегодня в зале, но, безусловно, прекрасно понимаю, что те, кто сегодня присутствует в зале, медицинские работники, кто будет получать госнаграды, точно совершенно понимают, что это коллективный труд, что один в поле, особенно в медицинском поле, никогда не воин, и что это коллективные награды. Поэтому хочу сегодня поздравить и всех ваших коллег, которые сегодня не в зале, но которые точно совершенно достойны. И я думаю, что мы постепенно будем награждать всех, кто действительно боролся и борется с этой достаточно сложной болезнью. Сегодня пандемия отступает, ограничительные меры смягчаются. Это во многом, подчеркивает глава региона, благодаря самоотверженной работе врачей и медицинских работников. Но сразу после торжественной церемонии награждения медики снова вернутся к своей работе. Ведь праздновать победу пока рано. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.